в целом история советского периода как раз очень ярко это демонстрирует, когда в угоду какой-то политической целесообразности был физически уничтожен целый пласт национальной интеллигенции, не только в Казахстане, но и в целом в Советском Союзе. И свою роль в дальнейшем распаде Советского Союза, безусловно, эти факты сыграли. Безусловно, свою роль они сыграли и в том скепсисе в отношении к советской власти, который появился вот в 60-х, 70-х, особенно в 80-х годах. Очень большой урон репрессии нанесли развитию национальных культур, не только казахской, но и других национальных культур. По нашей стране, по нашей республике мы знаем, в каком тяжелом положении оказалась казахская литература и казахский язык в целом в связи с исчезновением, физическим исчезновением таких классиков казахской культуры, как Ахмет Байтурсынов, как Миржақып Дулатов, как Жусупбек Аймауытов. Фактически любую фамилию, более или менее значимую, если назвать этого периода, мы в конце биографии увидим, что они были подвергнуты политическим репрессиям. Огромный урон был нанесен политической элите. До сих пор точных цифр, сколько людей пострадало во время политических репрессий, по сегодняшний день нет. И мы вынуждены, историки вынуждены до сих пор работать в архивах, чтобы восстанавливать вот эти вот имена, чтобы восстанавливать справедливость, восстанавливать честное имя многих людей, которые пострадали в годы репрессий. Но не только представители элиты, очень много же пострадало и простых трудящихся, простых людей, обычных колхозников, обычных рабочих. Поэтому мы должны, я думаю, извлечь урок из этого периода и понять, что никогда политическая целесообразность не может быть выше ценностей человеческой жизни.